Здравствуйте, выездная студия БСТ сегодня работает в Конгресс-холле, где проходит 6-й форум школьного образования «Взлетай». И я рада представить вам эксперта, к которому, наверное, сегодня больше всех вопросов. Я думаю, что педагоги именно вас атаковали. Это Яна Амелина, политолог, глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Социальные сети. Я думаю, что это гроза, который боится все педагогическое сообщество, потому что основной источник деструктива именно там. Вот скажите, пожалуйста, с какими вопросами к вам обращаются педагоги? К сожалению, вы совершенно правы. Все дети сейчас сидят в социальных сетях и в интернете в целом. И именно соцсети являются сейчас главным поставщиком деструктива. Соцсети мы здесь смотрим, конечно, расширительно. Это в том числе и мессенджеры, да, такие как Telegram. И мы видим, к сожалению, что деструктивные тенденции, они распространяются сейчас максимально широко. И, к сожалению, именно через такие способы, да, как Telegram и другие соцсети, дети получают доступ к таким диким деструктивным тенденциям и даже к прямому вовлечению в экстремизм и того хуже терроризм, да, который еще несколько лет назад было просто невозможно представить. Поэтому да, это, конечно, огромная проблема. Ее прекрасно осознают педагогическое сообщество, гораздо хуже осознают родители. Но надо очень хорошо понимать, что проблема эта абсолютно реальна. И если ребенок в эти сети попадет, то последствия могут быть просто катастрофическими. Вот сейчас будет перерыв. Я думаю, мы очень много с коллегами на эту тему поговорим. Ян, но невозможно. Сегодня цифровые технологии в школе есть. И как бы сообщество это приветствует. Электронный дневник, то есть видеоролики, которые дети смотрят, в том числе изучая историю. Без этого невозможно. Но в то же время можно ли создать безопасный интернет для наших детей? Если честно, я, во-первых, думаю, что без большинства этих так называемых технологий можно и нужно обходиться. Уровень их не всегда устраивает. Прямо скажем, это мнение далеко не только мое. Я не говорю, что мы должны жить в каменном веке, да, и писать чернилами, так сказать, не перьевой ручкой. Нет, конечно, там, да, не нужно, как говорится, в маразм впадать. Но на самом деле, к сожалению, да, мы пока, наверное, не вполне осознаем, насколько нам на самом деле все это необходимо. К электронному дневнику, например, очень много претензий у всех, в том числе, кстати, у родителей. Ребенок, как правило, не знает, что на дом задано. Да, конечно, это было и при обычном бумажном дневнике, но как-то при электронном, вот послушаешь родителей, это стало как-то чересчур. Этого стало как-то чересчур много. Но вы абсолютно правы, мы не должны говорить о том, что цифровых технологий не должно быть вообще. Просто они должны быть введены в какие-то разумные рамки. И здесь вот можно обратиться как раз к зарубежному опыту. Давайте посмотрим, мы же не глупее тех, кто живет в Америке, да, не случайно же речь идет там о запрете ТикТока, например, вот, который, кстати, у нас тоже является очень популярным среди молодежи, среди детей особенно, да, он вообще на детскую аудиторию ориентирован, и там распространяются мега-деструктивные тенденции, да, и такого рода социальные сети, мессенджеры, они должны либо сами следить за тем, чтобы деструктива там не было, он был сведен к минимуму, да, либо это должно делать за них государство. То есть сейчас вот вопрос запретительных мер, он стоит достаточно остро. Всегда говорят, ой, у нас не должно быть цензуры. Цензуры не должно быть. Ну и вопрос запрет, он эффективен или нет? Конечно, эффективен. Как, знаете, вот у нас есть такие вещи, как Уголовный кодекс, например. У нас запрещено убивать, да? У нас запрещено очень много чего, скажем так, да? И люди, которые этот запрет все-таки приступают, да, они получают очень жесткую, так сказать, обратку от государства. Вот точно так же должно быть и с распространением откровенного деструктива, экстремизма и призывов к совершению террористических действий. А как иначе? Я думаю, что работая, вы встречаетесь с педагогами, которые часто задают одни и те же вопросы. Вот какие? Первый главный Можно вопрос, ли забирать телефоны? Вы знаете, он даже еще более глобален, скажем так. И до того глобален, что я даже сейчас его ввела уже в официальную, так сказать, презентацию. А вопрос такой, дайте нам, пожалуйста, волшебную таблетку. Что нам со всем этим делать? И, знаете, страшный ответ, волшебной таблетки у нас нету. Значит, можно посоветовать только то же самое, что все советуют, и что, собственно, без всяких советов каждый человек знает и так. Нам нужно сохранять с детьми доверительные отношения, нам нужно, чтобы ребенок доверял нам, взрослым, да, чтобы он
все-таки не мнению из каких-то анонимных социальных сетей прислушивался, а к своему преподавателю, к своему маме, к своему папе и к другим значимым взрослым. Вот если этого не будет, никакие запретительные меры, вы абсолютно правы, они ничем нам не помогут. Найдет, значит, он другой способ, как говорится, познакомиться с деструктивом, к сожалению. И более того, поверить в это, да, пойти по этой дорожке, которая приведет в лучшем случае в тюрьму. А это последнее, что нам нужно. Наша задача профилактика, да? Наша задача не наказывать детей, наша задача не допускать их на кривую дорожку. Вот основная наша проблема. Если педагог забирает телефон перед уроками, это правильное решение или нет? Однозначно правильно. Никаким телефоном в школе не место. Они абсолютно на уроке не нужны ни для чего. Вот это должно быть полностью исключено. И, кстати, обратите внимание, опять-таки, на опыт Америки. Вот прямо сейчас там начинает распространяться общественное движение, которое одним из своих вот основных пунктов, да, делает именно запрет на телефоны в школах. Телефоны без школы, их лозунг, да. Смартфоны до 16 лет у детей быть не должны, они не нужны им. Да, никаких социальных сетей, опять-таки, до 16 лет. Я с этим полностью согласна. Вот это тот опыт, который нам не стыдно, наверное, было бы взять и притворять к себе. Правда, опыта еще пока нет, пока есть только разговоры об этом. Спасибо огромное. Желаем удачи в дальнейшей работе. Дорогие друзья, Яна Амелина, политолог, глава информационно-аналитического центра «Границы настоящего», эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей, была в проекте интервью телеканала БСТ. Ну а мы продолжаем работать. Следите за нашими эфирами. Здравствуйте, выездная студия телеканала БСТ работает на 6-м форуме школьного образования «Взлетай». Сегодня в Конгресс-холл съехалось педагогическое сообщество Башкортостана для того, чтобы обсудить и решить, как же нам воспитывать наших детей, как с ними коммуницировать, как растить в них личность. Как с ними коммуницировать? Вот о коммуникациях прямо сейчас мы и поговорим. И я представляю Рубена Акопова, руководителя сервиса «Сферум ВК». Рубен Эрнестович, вы представляете российский информационно-коммуникативный сервис «Сферум». О «Сферуме» я, как родитель, знаю, что это место, где педагоги общаются друг с другом, где должны общаться дети. Подробнее расскажите, пожалуйста, вы. Да, этот сервис был создан в 2020 году для решения тогда еще задач максимально актуальных, связанных с дистанционным образованием и проведением уроков в тот момент, когда дети не могли попасть в школу. Ну, при этом, то есть это во время пандемии? Да, и при этом основной вопрос был в том числе и обеспечение масштаба, и создание именно российского решения, российского безопасного решения, предназначенного исключительно для образования, для системы образования, которая бесплатно выполняет все необходимые задачи. Сейчас задачи Сферума, они гораздо шире, коммуникации, они вошли во всю нашу жизнь, ну и в том числе и в жизнь маленьких детей, и в жизнь педагогов, преподавателей, учителей, родителей. И в любом случае стоит вопрос в том, что и нужно коммуницировать, но и при этом нужно, обеспечивая вход в коммуникации, делать это безопасно, делать на российских решениях, делать так, чтобы эти решения соответствовали именно тем вопросам, которые решает система образования. Ну, пока «Сферум» вызывает очень много вопросов. Наверное, потому что это новый сервис, во-первых. Что еще? В чем проблема? Вот на сегодняшний день, допустим, что мешает работе сервиса, чтобы полноценно все, мало того, что доверяли, просто пользовались, и это было удобно? Но с точки зрения доверия мы изначально заботимся о безопасности. Ну, то есть у нас педагоги идут с фамилиями и отчеством. То есть есть задача обеспечить безопасный интернет? Безопасная коммуникация, где есть четкое понимание, что педагог, который общается с детьми, с родителями, это педагог, подтвержденный образовательной организацией, у нее есть фамилия, имя, отчество, что абсолютно стандартно для системы образования. У нее есть соответствующая академическая шапочка, значок, который его отображает и подтверждает, что он подтвержден образовательной организацией. То есть создание именно четкого понимания, что с кем ты общаешься, доведение всех этих правил, в том числе для родителей, чтобы они понимали, что есть именно безопасное общение, кто в нем участвует, что в него не попадают различные лица, ведущие деструктивную деятельность.
С точки зрения функционирования, сервис функционирует абсолютно в стандартном режиме. На данном этапе у нас более 20 миллионов пользователей, из которых 324 тысячи – это пользователи в республике. 5 миллионов активных пользователей, то есть здесь мы в абсолютно конкурентном режиме живем с любыми другими зарубежными решениями. Вот самые популярные услуги какие? То есть видеоконференции? Да Или, нет, может быть... нет, видеоконференции, они были раньше, и они скорее характерны для, ну, если класс уходит, например, на карантин, если возникают так называемые активные дни, то есть когда дети, ну, с учетом холодов или непогоды, не могут пойти в школы, или когда проводятся дистанционные родительские собрания, когда родители не могут попасть, не должны приходить в школу по тем или иным правилам безопасности, болезни и так далее. Но при этом основное это все-таки регулярная коммуникация. То есть это переписка в мессенджере. Мы используем как базовый мессенджер, но внутри него есть безопасный сферум образовательный. Это, соответственно, информационные каналы, причем четко информационные каналы, в которых нет рекламы, нет того контента, который не предназначен для образовательной системы. И там только те люди, те пользователи, родители, дети, педагоги, администрация школ, которые подтверждены, которые верифицированы. Ну и здесь все-таки хочу подчеркнуть, что сервис работает абсолютно в штатном режиме. С точки зрения переписки мы обеспечиваем практически миллион одновременных коммуникаций. Ну и глядя на те сбои, которые у наших коллег происходят, я могу сказать, что наш сервис, он стабилен. И еще раз подчеркну, что это безопасный российский сервис. Безопасность, стабильность. Это вот два очень, конечно, важных фактора. Но что, допустим, сферум отличает от других уже привычных нам мессенджеров? Ну, сферум, в первую очередь, то, что я уже подчеркнул, это то, что попадание в чаты пользователей, они определены такими правилами, что педагог должен быть подтвержден образовательной организацией, школой, садом, колледжем. Соответственно, в группы, чаты, в которые попадают дети, они попадают по определенным правилам, по приглашениям, либо в случае интеграции с журналом «Дневником» четко соответствует списочному составу класса, точно так же и с родителями. Если в этом классе происходят изменения, из группы исчезают те дети, которые ушли в другую школу. При этом, в отличие от других сервисов, в чате, в звонке у учителя, как у администратора, есть больше возможностей, нежели это в стандартных таких гражданских сервисах есть, и мы объем таких сервисов увеличиваем. Ну, то есть возможность на время выключить микрофон, возможность поставить, так сказать, виртуальный угол ребенка, но оттуда его вернуть, потому что понятно, что мы не можем исключать детей из образовательного процесса. Возможности именно для учителей, чтобы он все-таки вел занятия, не отвлекаясь на какие-то технологические особенности нашей системы. Ну и также есть возможности такие простые для администрирования, например, важные сообщения, когда учитель может послать родителям класса какое-то уведомление и быстро получить отчет, кто не прочитал это сообщение, чтобы уже индивидуально проконтактировать с конкретным родителем, который что-то не понял или почему-то выпал из этих коммуникаций. Рубен Иванович, спасибо большое. Я думаю, что очень плодотворная работа будет именно с педагогами. У них действительно очень много вопросов. И я думаю, они очень рады, что вы лично приехали для того, чтобы на эти вопросы ответить. Дорогие друзья, Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум ВК», был гостем выездной студии телеканала БСТ. Я напомню, что в эти дни в Уфе проходит 6-й форум школьного образования «Взлетай».